сделано на podfm.ru. Алло. Алло. Да, слушаю вас. Алло, Владимир Вольфович, здравствуйте. Да. Добрый день. Это Кремов, Хрусталев. Помните, вы были у нас в гостях на радио «Максимум» в Москве? Да. Вы тогда вот... Здравствуйте, еще раз очень рады, что вы согласились опять с нами побеседовать. Вы тогда вот, возвращаясь к напечатанному, сказали две вещи, то есть, которые нам запомнились. Вы сказали, что радио «Максимум» плохое название, и вас скоро уволят. И знаете, ваш пророческий дар оказался верным. Нас через месяц уволили после... Вот видите, я всегда чувствую биение пульса. И теперь вас уволили, вы теперь не работаете? Нет, мы теперь работаем в Петербурге, откуда вам большой привет. Ну вот видите. На одной из питерских радиостанций, которая, кстати, называется «Рекорд». Что вы думаете по поводу этого названия? Радио «Рекорд». Ну, «Рекорд» тоже такое название как-то навязчивое. Вот «Рекорд». Что, ставить будем рекорд какой-то? Зачем людей делать, трудоголиками? Вот давай максимум. Какой максимум? Давайте все по минимуму, по чуть-чуть. Ну, какой рекорд? Не нужен никакой рекорд. Это чудовищное название. Еще Стаханович назовите. Да, спасибо. Чтобы работать 36 часов в сутки и так далее. Уже время кончилось, вы будете все еще работать. Все. 3 нормы будете за сутки делать. Спасибо. Не годится эти названия. Дурацкие они. Да. Владимир Ильич, тогда переходим к актуальным, в общем, политическим темам. Хотели с вами поговорить на тему политических провокаций, свидетелями которых мы были в последнее время. Да. Значит, все наши известные российские диссиденты, там Яшин, Шендерович, Фишман, что называется, подставились и были застуканы за разными неприглядными занятиями. Все это видео распространилось в Ютьюбе. Вот как вы считаете, вот подобные провокации, эффективны ли они в политике? Но они часто используются, конечно, потому что всегда идет борьба. Она не обязательно на улице, а в основном она в кабинетах, вот как раз и в машинах там где-то, на дачах, в квартирах. То есть власть всегда боится роста оппозиции, поскольку население всегда недовольно любым режимом, хоть в Америке, в Европе, у нас, в Японии, там, в Китае. Поэтому страх перед возможным, так сказать, возгоранием, они толкают власть на различного рода провокации, чтобы запугать оппозицию, чтобы как-то их поставить на место. Поэтому это постоянно происходило и будет происходить, к сожалению. Владимир Борисович, то есть вы считаете, что это был не случайный, как бы такой, хаотичный, непредсказуемый слив? Это была действительно запланированная акция? Да, вот? Конечно. Всегда лучше заранее как-то поставить ее на место и нагнать страха на будущее. Вот смотрите, другой раз еще жестче сделаем. И в коррупционную схему втянем, и в мошенническую, там и наркотики, и то, и другое, и третье. Владимир Владимирович, а почему вот, собственно, тогда странный набор людей? То есть, в принципе, они особо-то, скажем так, мягко говоря, особо ничего не решающие, не ключевые фигуры, достаточно одиозные. Вот Шендерович, да, там, скажем, да. там Яшин, там Белов, Поткин. Такие вот странные персонажи. Почему именно на них одновременно случился этот наброс такой? Объясняю. Шендерович хороший пропагандист. Он может вырасти в маленького Геббельса. Яшин как бы близок вот к этим яблочникам и тоже такой экстремист, готов, какую-то часть недовольной интеллигенции за тобой потянуть и студенческой молодежи. И Белов-Поткин это вот как бы ультраправые все эти вот, кто недоволен мигрантами, а их все больше и больше. То есть каждый из них может активизировать свою часть сторонников, и все это может слиться в один поток. Это страх как перед наводнением. Отдельные ручейки вроде ничего, но они могут на поверхности выйти и слиться в общую массу. Это будет большая вода, которая все сметет на своем пути. То есть они опасны для власти? Они опасны для власти? Опасны. Они опытные. Они давно уже занимаются, они любят массовые действия. Шендерович очень тонко может всегда и едко подметить какие-то аспекты внутренней и внешней политики и вызвать, так сказать, солидарность у тех, кто просто будет его слушать. То есть как поджигатели они очень хорошие. Владимир Ильич, а вы сами были жертвой провокаций, каких-либо провокаций? Допустим, Немцов, когда я прилетел в Нижний Новгород, он был губернатором. Он там выставил рабочих с лозунгами «Вольфович, Нижегородская земля не для тебя», в таком вот духе. Вот, я же не ожидал этого. Стоят люди, подхожу, они даже не знают, какие лозунги держат. Вот. То есть бывали какие-то отдельные такие, но это не было постоянным, поскольку не до меня им было всем. Мы удачно шли. Допустим, на первом этапе нас коммунисты не трогали, поскольку мы начали бороться с Ельциным.
Когда Ельцин уже победил, мы переключились на коммунистов. И когда Ельцин нас не трогал, поскольку было выгодно, что ЛДПР борется с коммунистами. Когда Ельцин ушел, мы стали бороться с остатками Ельцина и с коммунистами. Новой власти это тоже выгодно. Они тоже боролись с СПС, с Яблоко и с коммунистами. То есть мы занимали всегда ту нишу, которая не раздражала тех, у кого было больше денег и больше сил. В этом смысле мы себя обезопасили, против нас было меньше провокаций. Вот насчет ниши партии ЛДПР. Вы знаете, вот так сказать, станция, на которой мы сейчас работаем, это молодежь, в общем, целевая аудитория молодежь, многие из которых несколько дезориентированы. Они очень хотят кому-то довериться, кому-то отдать свои голоса, но почти отсутствует обратная связь. Вот два слова по поводу ЛДПР. Вы можете какой-то сказать сейчас для, в общем, молодой аудитории ваш слоган или девиз, чтобы они знали, что голосовать им нужно за вас? Ну, я хочу им объяснить, как старший товарищ, что у нас с вами 3 направления сил. Левые, дедушки и бабушки обожглись. У нас коммунизм не получился и нигде не получится. Поэтому левых нельзя поддерживать. Левые — это всегда быть нищими и бедными. Да, кстати, извините насчет левых. Вот ваша временная консолидация с коммунистами, с левыми во время демарша по поводу... Это только потому, что у нас одинаковое отношение к оценке результатов выборов. Это не было идеологической связи. Такая тактическая история, да? Это технический вариант, поскольку прошли выборы, и несколько партий оказались недовольными результатами выборов. Ни в коем случае речь не шла о том, чтобы как-то с ними вступать в какой-то союз. Так ЛДПР правая или левая партия? Мы правая партия. Мы правая. Спасибо. Да, вот сейчас вот происходит некая такая, смена поколений, да, вот в принципе уходит из большого бизнеса, из политического лидерства, то есть то поколение, которое там, бывшие вот комсомольские вожаки, партийные функционеры, да, и приходит совершенно новое молодое поколение, которое вообще не помнит эпоху Советского Союза, смутно помнит и знает о 90-х, и вот совершенно новая формация, да? Вот как вот молодежная политика ЛДПР, вот какая она, на что она направлена при работе вот с этими людьми? Мы не обещаем те программы, которые обещали коммунисты, построить коммунизм. Единая Россия, консерватизм и стратегия 2020. 2020 ничего не будет, будет только хуже. Демократы себя полностью обанкротили. Они ушли, Ельцин ушел, Гайдар умер, то есть их приватизация, рынок, демократия дали в основном отрицательные результаты. Поэтому молодежь я зову только под знамена ЛДПР. Потому что никто не откроет дорогу молодежи. Молодежь волнует миграция. Идет ползучая исламизация страны. Очень много из Азии рабочих. Очень много они способствуют цене наркотиков. А ЛДПР говорит, под знамена ЛДПР мы это все остановим. Мы вам дадим конкретную дорогу. Дадим вам возможность иметь образование. За малые деньги или бесплатно. Мы вам дадим работу. Мы освободим для вас рабочие места. Мы вам дадим жилье. Мы не будем обещать через 10-20 лет. Мы вам будем давать сегодня. Как только вы нам будете давать свои голоса, мы тут же начнем действовать в вашу пользу, получив от вас полномочия. Остальные вас обманывали. Ничего уже не смогут сделать. Нынешняя команда уже 11 лет. Чего же от нее ждать-то? Единая Россия. 11 лет, все уже. Они лучшего, чем было 5 лет назад, ничего не смогут дать. Конъюнктура другая и мировой кризис. Справедливо вообще болото. Это вообще ничего не нужно. Поэтому молодежь должна идти только за ЛДПР. Мы всегда были с ней. Мы ее понимаем, все проблемы, там эротика, музыка, дискотека, так сказать, родители, все это нам понятно. Мы разделяем их взгляды и прекрасно понимаем даже эту связь. Везде, где молодежь хоть что-то от нас узнала, пускай выходит на наш сайт. Увидят все наши фильмы, все наши выступления и речи, все наши песни. Вот насчет дискотек. Сейчас в Питере в 9 мая, в дни празднования Победы, которые сейчас широко празднуются, как вы знаете, значит, отменили, запретили одно молодежное мероприятие. В связи с тем, что 9 мая не должно быть никаких вот подобного рода мероприятий. Вы как относитесь к таким инициативам? Отрицательно. Ничего не запрещать. Запреты только на хулиганские действия, там насилие физическое или вот там, где может быть угроза при распространении наркотиков. Все остальное пускай они собираются где хотят, под любыми знаменами. Дискотека это, какой-то марш, какие-то там у них
свидания, какие-то у них там клубы, все, что хотят, пусть все это делают, но все им разъяснять, помогать, чтобы они не оказались больными, не оказались втянутыми в преступные группировки, в какие-то экстремистские действия, где они сами пострадают, или из-за них пострадают другие, и потом они будут сидеть в тюрьме. А так, в зоне безопасности, пусть занимаются чем хотят, мы за самые широкие свободы для молодежи. Только с ЛДПР. Это лучшая демократическая партия России. Спасибо, Владимир Владимирович. Еще такой вопрос. Скажите, вот вас как политика, да, большого политика, не тревожит вот некая такая обстановка, что современная молодежь, она, чего ж там греха таить, по сравнению с молодежью 90-х, конца 80-х, она аполитична. Они достаточно сыты, у них есть там машины, купленные в кредит. Их особо не интересует, что происходит там, кроме, знаете, когда их активно завлекают в движение типа там «Наша», да, там «Единая Россия». Там, просто там выплачивая всякие бонусы. А на остальные партии, любые, независимо от убеждений, они как-то не очень смотрят и не очень даже знают. Как вот вы вот в ЛДПР с этим боретесь? То есть, с такой аполитичностью молодежи. В определенном смысле естественно. Если при советской власти была жесткая советская идеология, марксизм, большевики, то сегодня этого нет. Мы нейтральная страна. Государство не навязывает никому никакую идеологию. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на то, что если их будут завлекать в наши и другие, там в основном это делают как форма наемничества за деньги и заставляют их догматизм, что-то говорить, что-то делать. Им это не нравится. И они и оттуда уйдут, и тоже пойдут под знамена ЛДПР. Наш лозунг один – свобода. Свобода, идеология должна быть частная, чтобы жить хорошо сегодня, вчера. И, может быть, буквально завтра. Никаких там ожиданий 10, 15, 20 лет. И вместе с ЛДПР они этого добьются. Владимир Ильич, буквально один вопрос по поводу вашего противостояния мэру Москвы. Вы сейчас выступаете с жесткой критикой по отношению к мэру. Если все-таки Лужков уйдет, что маловероятно, конечно. Кого уйдет, обязательно. Уйдет. У вас есть основания так думать, да? Да, уйдет уже максимум это июнь-июль, все, 2 месяца и уйдет. А кого вы видите на месте мэра Москвы? Должен быть человек жесткий, грамотный, чтобы очистить город от мигрантов. Москва задыхается, вот сейчас 9 мая праздник, в основном будут везде люди с Закавказья, Средней Азии, практически это уже не славянский город, русских в Москве уже 33%, все это опасно, и исламизация. То есть, конечно, должен мэр быть, губернатор новый московский, который будет зачищать город, нам не нужны иностранцы, мы обойдемся нашими гражданами соседних регионов, и не надо строить дорогое жилье для жуликов из других регионов, то есть обеспечить более дешевое жилье, более дешевое образование, медицину, досуг молодежи, спорт. И, так сказать, самое главное – это ужесточить меры по пребыванию иностранных рабочих на территории Москвы. Вот в Аризоне, в Америке, там приняли самое жесткое законодательство, и на нас ссылаются, на ЛДПР. Мы тем более здесь будем добиваться еще более жесткого законодательства. Это молодежь должно привлечь. Они тоже хотят жить в славянском государстве и, так сказать, чувствовать себя православными. Владимир Владимирович, спасибо. А вот скажите, а вы могли бы стать мэром Москвы? Или для вас это некое понижение? Обязательно. Я готов стать им. Это был бы лучший вариант для Кремля, поскольку все те, кто у них есть там в списке кандидатов, они не смогут дать такое новое дыхание городу и воодушевить москвичей, что появился действительно новый мэр Москвы, который многие задачи сможет решить быстрее, эффективнее, и он родным будет для всего населения города Москвы. Спасибо, Владимир Ильич. И последний вопрос. Да. Сегодня страна широко отмечает День радио. Довольны ли вы тем, что происходит в FM-диапазоне в Москве и в России вообще? В принципе, сейчас, конечно, огромное количество новых радиостанций. С пультом сядешь, и можно там за минуту десяток радиостанций пробежать. Такого изобилия не было. Но однообразие есть определенное. Слишком много иностранной музыки, много рекламы. И мало вот таких задушевных бесед, где бы можно было получить ответ. То, что людей волнует вот конкретно в жизни каждый день, каждый час. Немножко перебор в сторону музыки и рекламы. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Да. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго, успехов. С Днем радио и с Днем Победы всех. Поздравляю. Всех благ. До свидания. Пошлите вам, пришлет мои подарки. Спасибо. Сообщите ему адрес. До свидания. Всех благ. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.